Фантастически такая, с одной стороны, интересная, но сложная работа воссоздать быт, воссоздать костюмы, и вот все воссоздать. Это где-то работа на стыке, историк, Вот художник, и это очень сложно, да, исследовать. Да, но Почему я говорю, что это сложно? Потому что мы, историки, можем там спрятаться за версию, там, сказать, что вот эти документы не найдены. А вам же нужно воссоздать это на экране, да? Вы не можете сказать, мы не знаем, какие были шапочки или там в чем люди ходили. То есть вы должны где-то это найти, как-то людей одеть, показать, что у них было на столе. Это очень, какая-то такая, знаете, сложная, кропотливая работа. Ну, конечно. Ну, что можно было сказать? Правда, вот в те годы, это вот эти 2000-е, там, наверное, получается, конец. То есть вы, наверное, проводили в библиотеках кучу времени? Не то, что в библиотеках, но вот приезжали выставки, вот просто, это вот костюмов, да. И я ходил на эти выставки, это Ялтинский музей, по-моему, привозил коллекцию свою, да. И там чудесный у них там искусствовед, которая вот рассказывала. И она рассказывала вот детали костюмов, для чего они там нужны, там. А потом же, да, и кроме этого, конечно, надо было там, как картинки, да, вот эти картинки, вот эти открытки, которые тот человек дал мне, я отксерил, они у меня практически, как бы, почти что у первого были единственные, это, я даже помню, там, я выдавал это уже с ксерокса, костюмерный цех, который вообще обслуживал Министерство культуры, там на Караимской где-то там у них ателье было. Они шили для украинского театра, и для ансамбля Таврии, и для нашего театра шили костюмы. И там девочки, вот, которые там, и я им вот давал вот эти картинки, вот смотрите, как они выглядят. Потому что и у них до этого не было. Потому что, что греха таить, у нас же представление, и у меня, собственно говоря, представление о крымско-татарском костюме, это было то, что мы видели на ансамбле Хайтарма. Вот. А когда вот, там, оно же тоже очень интересно, вы-то как научный работник хорошо знаете, когда там зацепишься за какую-то там нитку, а потом начинаешь разматывать этот клубок, оно же все интереснее, интереснее.